увеличивает свои производственные мощности в 2 раза. Но это не значит, что предприятие в Назрани прекращает работу. Запущена вторая очередь завода по изготовлению алюминиевых профилей «РИАК». Я благодарю вас за вашу многолетнюю службу, за нелегкий труд, за ежедневный риск в борьбе с криминалом. Долголетие и верных товарищей. Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России сегодня принимают поздравления. Угрюмый быт жителей промышленного города, перебои со светом и низкое напряжение в новостройках Карабулака, проблемы, которые пора решать. Нужно было описать основную мысль текста, факты, антонимы к этому самому. ВПР – это вам не ЕГЭ. Аббревиатура отчетности знаний школьников на аттестат не влияет. Всероссийские проверочные работы проходили сегодня по всей стране. Приходят сюда, впрочем, не только местные жители, но и те пациенты, которые не успели пройти прием у себя в городе и районе. На что жалуемся и кто подлечит? Массовая диспансеризация, проводимая московскими врачами, продолжается. Это новости 24. Добрый вечер. Сегодня в Ингушетии в присутствии высоких гостей состоялась торжественная церемония открытия второй очереди завода по изготовлению алюминиевых профилей «РИАК». Предприятие располагается в промзоне Али-Юрта. 118 рабочих мест, создание технологичного производства, 6 тысяч профилей в год, пополнение бюджета за счет налоговых отчислений. Все это безусловные плюсы этого события. Напомню, первую очередь запустили 5 лет назад. Репортаж Хади Добриевой. Офисные перегородки, фасадные системы, алюминиевый профиль под мебель и окна. Так выглядит готовая продукция. Но прежде чем изготовить такие изделия, алюминий на заводе подвергается тщательной обработке в несколько этапов. Процесс стартует с подачи заготовленного металла в печь. Температура пластичности почти 500 градусов. После нагрева заготовка попадает на гильотину, отрезается в нужный размер и подается на экструдер. В экструдере уже предварительно установлена матрица нужной конфигурации. После того, как заготовка попадает в экструдер, начинается процесс экструдирования, то есть продавливание алюминия через матрицу нужной конфигурации. А дальше все, как говорится, по маслу. Алюминий переправляется на так называемый выходной стол, отрезается по установленной длине и охлаждается. Впрочем, на этом завершается только первый этап производства. За всем этим процессом через пульт внимательно следит технолог-оператор. На маленьких экранах можно проследить, какой путь от начала и до конца проходит алюминий. Чуть что проморгаешь, говорит Эдуард Алтухов, и вся работа может пойти на смарку. Может пойти что-то не так, может что-то сломаться, может что-то испортиться. Ну, в принципе, для опытных технологов это не проблема. Все решается, все делается. Главное следить не только за оборудованием, но и за качеством профиля. Потому что качество профиля очень отображается на реализации его. Нам надо изготовлять самый лучший профиль в России. Запускает новый завод, а точнее вторую его очередь, почетные гости и руководство предприятия, которых после приглашают на экскурсию по заводу. Производственная мощность 300 тонн профилей в месяц. Смену же здесь производят до 6 тонн готовой продукции. Объект построен по госпрограмме развития Северокавказского федерального округа. У нас есть и крупные предприятия, но вот именно такие, я считаю, это будущее наше, потому что они позволяют в первую очередь в малых городах и селах создать рабочие места. Они реально формируют новые статьи доходов бюджета и, самое главное, создают новые качества жизни для людей, которые живут на этой земле. Стоимость предприятия больше 400 миллионов. Проект удалось реализовать благодаря поручительству из согаранции корпорации МСП в размере более 82 миллионов рублей. На получение кредита суммой 175 с лишним миллионов. Больше 4 миллионов составила гарантия регионального фонда поддержки предпринимательства. Этот проект, этот объект построен при поддержке непосредственно лично и министра по делам Северного Кавказа, в целом министерства по делам Северного Кавказа. Такие проекты у нас
реализуются в республике на сегодняшний день два. Это вот этот комплекс и птицекомплекс Южный в Малгобекском районе. На этот год запланировано еще ряд проектов начала строительства. Поэтому Министерство по делам Северного Кавказа ежегодно всем регионам Северного Кавказа оказывает помощь, поддержку строительства этих проектов. На заводе планируется трудоустроить до 150 рабочих, и это не считая Назрановского предприятия, где задействованы 80 человек. В первую очередь РИАК запустил в 2011 году, а с открытием нового завода предприятие значительно расширяет свои возможности. Запуском нового завода РИАК увеличивает свои производственные мощности в 2 раза. Но это не значит, что предприятие в Назрани прекращает работу. Весь производственный арсенал оттуда в новое здание перевезут в 2019 году. На предприятии будут выпускать свыше 1000 разновидностей алюминиевого профиля. Завод уже поставляет продукцию в Москву, Подмосковье, регионы Сибири и СКФО. Предприятие готово изготовить профили различного типа и в любом количестве по желанию заказчика. Уже наработано, есть определенная ниша, которую мы уже имеем на рынке. И я думаю, уже кадровый потенциал подготовлен. И в дальнейшем нам результат будет очень положительный. Тем более, что уже налажены тесные партнерские связи, расширена клиентская база. На Северном Кавказе это единственное предприятие такого профиля. Ассортимент продукции не ограничен. К слову, бюджет различного уровня предприятие будет приносить свыше 9 миллионов рублей ежегодно. Хади Добриева, Халаш Гойгов, Новости 24. После открытия Лев Кузнецов и Юнусбек Евкуров посетили строящуюся в Гамурзееве 13-ю школу, рассчитанную на 1500 мест. Это второе крупнейшее общеобразовательное учреждение в регионе, которое откроется уже в новом учебном году. Школа представляет собой трехэтажное здание, состоящее из 4 учебных корпусов. Это более 60 учебных кабинетов, столовая, библиотека, актовый зал и 4 спортзала. На прилегающей территории расположен школьный стадион. Коридоры и классы оборудованы ультрафиолетовыми бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха. Безопасность детей обеспечивается в том числе за счет организации пропускной системы, которая отправляет родителям текстовые сообщения с подтверждением прихода ребенка в школу. Место для школы выбрано не случайно. Здесь в районе новостроек проживает около 700 семей, в каждой из которых до 6 детей. В Ессентуках сегодня подвели итоги деятельности Министерства по делам Северного Кавказа в прошедшем году и обозначили главные задачи на 2018. В ходе коллегии министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов подчеркнул, что по основным направлениям социально-экономического развития округа наблюдается положительная динамика. Ну а по индексу промышленного производства, в частности, Ингушетия показала опережающие темпы развития. За прошлый период в субъектах СКФО реализовано 20 государственных программ и 14 инвестиционных проектов. Из важнейших задач на ближайшее будущее министр выделил несколько: снижение безработицы, решение вопроса дефицита кадров, ликвидацию трехсменной формы обучения в школах. Кстати, данную проблему Ингушетии удалось решить. Также Лев Кузнецов назвал приоритетным направлением развития регионов. Это привлечение частных инвестиций, наполнение бюджета субъектов округа. В своем выступлении глава Ингушетии Юнусбек Евкуров поблагодарил министерство за поддержку, особенно в строительстве объектов социального назначения. Введены в эксплуатацию 8 школ на 6 тысяч мест. В дошкольных учебных учреждениях создано свыше 800 мест. И еще 1500 будут созданы в этом году. Руководитель республики также отметил, что в рамках развития государственной программы в Ингушетии завершено строительство завода по производству алюминиевого профиля, а в ближайшее время будут реализованы еще несколько крупных проектов, в том числе и в сельском хозяйстве. Как было уже отмечено, действительно индекс промышленного производства у нас достиг 102,7%. Это выше, чем среднероссийский показатель. При этом отрадно, что ряд субъектов, входящих в СКФО, это Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, здесь имеют более опережающую динамику, 115-108%. И я думаю, что эта планка для нас в целом принципиально важна, потому что именно такое опережающее развитие обеспечивает действительно возможность отвечать на те проблемы и бюджетов, и создания новых рабочих мест, и многие другие показатели, которые сегодня в СКФО присутствуют. Индекс сельского хозяйства 100,1%. Мы здесь с вами чуть ниже общероссийского показателя, но мы хорошо помним высокую планку
2016 года, которую мы достигли, но все равно тот потенциал, который мы имеем в сельском хозяйстве, то окно возможностей, те действительно сегодня приоритетная политика, которая уделяется этой отрасли, должна все-таки нас настраивать на более серьезные результаты. При этом еще раз подчеркиваю, что у нас с учетом вызовов продовольственной безопасности и того экспортного потенциала, который есть, для этого есть все условия. Рост валового регионального продукта за 2017 год 1,7%, индекс промышленного производства 15,6%, денежные доходы на душу населения 5,4%, среднемесячная заработная плата на 4,3%. Общая безработица у нас снизилась на 3,2% пункта. Хорошие показатели по инфляции, в том числе по округу, на уровне 2,7%. Самая высокая продолжительность, как вы сказали, Владимир, то есть мы входим уже вот в эту группу 80+. Но при этом, опять же, подчеркиваю, что все это, конечно, делается с колоссальной помощью, поддержки как Федерального центра в целом и как Министерства по делам Северного Кавказа. Мы не допустили за 3 года материнской смертности у нас по нолям и такое хорошее снижение по детской смертности. Введено в эксплуатацию за прошедший год 8 школ на 6 тысяч мест и дошкольного образования создано более 800 мест. В этом году мы с помощью Федерального центра Кавказа совместно эти проекты делаем. Отдельно хочу, Леонид, вам сказать особое спасибо вашей команде именно за поддержку и такое внимание к социальным проблемам и именно по школам и по дошкольным учреждениям. Мы выстроили очень хороший и слаженный механизм взаимодействия с аппаратом министерства по вопросам участия и реализации государственных программ, инвестиционной политики, развития туристического комплекса и многие другие. Значительную роль в дальнейшем развитии инвестиционной активности и обеспечении развития реального сектора экономики отводится мероприятиям, реализуемым в рамках государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа. Первый год реализации подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО, в рамках которых за счет бюджетных средств оказывается поддержка инвестиционных проектов, показал свою высокую эффективность. В этом году мы уже по итогам прошлого года, только что сегодня мы открыли с Леонидом Владимировичем один из хороших таких предприятий. Его нельзя назвать крупным, но и он не средний. Хороший проект и более чем на втором этапе более 180 рабочих мест. Но самое главное, что здесь мы опять же реализуем ряд проектов и направлений, в том числе и которые озвучены в посланиях в госсоветах президента страны. Это создание высокопроизводительных рабочих мест. Сегодня республика делает ставку на привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс. Заложены сады интенсивного типа на площади более 500 гектаров. Сад-гигант Ингушетии радует своей сочной продукцией жителей не только нашего региона. Фрукты и ягоды активно экспортируются за пределы республики. Благоприятные природно-климатические условия способствуют развитию в регионе мясомолочного скотоводства. Ну а совсем недавно был открыт завод по производству сухих строительных смесей. О рентабельности созданных предприятий, перспективах и реально проводимой работе по импортозамещению расскажет Хава Султыгова. Недавно в Карабулаке заработало новое предприятие. Завод по производству сухих строительных смесей для региона. Это не только продукция по доступной цене. Для местных жителей это в первую очередь возможность трудоустроиться. Здесь создадут больше 50 рабочих мест. И, кстати, в штат уже набрано около 30 сотрудников. Проект инвестиционный. В предприятие вложено 67 миллионов рублей. Это третий завод, запускаемый компанией «Тим» в стране. 2 других открыты в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Основные виды продукции, которые будут выпускаться на этом заводе, это штукатурки, клея, это клея для плиток, для керамогранита, клея для теплоизоляции, шпаклевки, полы, наливные, стяжки. Пока здесь планируют выпускать сухие строительные смеси на цементной основе, но в планах наладится и производство на гипсовой. Первая партия продукции завода на региональном рынке появится уже в ближайшее время. На начальном этапе предприятие планирует выпускать до 6 тысяч тонн готовой продукции в год. А при запуске на полную мощность эту цифру планирует довести до 9 тысяч. Новое предприятие для Карабулака – это не только дополнительное поступление в местный бюджет, а еще и новый старт в промышленном производстве.
6 тысяч тонн продукции в год. Такую цель ставят перед собой аграрии будущего агрохолдинга «Сунжа». Реализацию самого крупного тепличного хозяйства в республике площадью 10 гектаров осуществляют в 2 этапа. Строительством объекта занимается турецкая фирма в сотрудничестве с рядом европейских компаний. Технология выращивания тоже со своей изюминкой. Настраивается система капельного орошения. Вода будет поступать из собственного водохранилища. Здесь создадут 120 постоянных и сезонных 170 рабочих мест. Выращивать планируют томаты, огурцы, баклажаны и зелень. Здесь применяется не одна, а несколько технологий, которые являются для региона уникальными. Ну, во-первых, у нас будет специальный субстрат питательный, на котором будут высаживаться растения. Это первое. Второе, исходя из особенностей производства овощей современного, тут предусмотрена система насыщения углекислым газом атмосферы внутри теплицы. Не зря у всех на слуху в регионе и сад-гигант Ингушетия. Здесь заложены сады интенсивного типа на площади более 500 гектаров, а до конца 2019 года планируется довести до 1000. В прошлом году урожай составил больше 9 тысяч тонн плодов. На предприятии открыта первая очередь оптово-распределительного центра с единовременной емкостью хранения плодов 36 тысяч тонн. Помимо прочего, на объекте запущена первая линия по товарной обработке с производительностью более 20 тонн в час. За последние 2 года, полностью обеспечив себя яблоками, Ингушетия переключилась на экспорт. Фрукты, выращенные на ингушской земле, поставляются по всей России. Наши яблоки покупают от Уссурийска до Чукотки, до Калининграда. Но, конечно, основная масса покупают Петербург, Москва, большие крупные города Российской Федерации. Еще один инвестиционный проект предусматривает производство чисто халяльной мясной продукции. В ассортименте полуфабрикаты, колбасные изделия и копчения. Комплекс по глубокой переработке мяса и мясной продукции до 10 тысяч тонн в год. Эко-муслим-продукт построен в селении Икашево. Весь товар, будь то мясо или субпродукты, пройдут тщательный лабораторный анализ перед продажей. Современные технологии предприятия позволяют за сутки пропускать до 150 туш. Бычков разводят здесь же, заранее прививая их от всех болезней. Мы проверили на нитрат, содержание нитрат. Нитрат показали почти 0. Там допустимый 200, а показал где-то 16. 0,16 показали. И все. А так проверяем, на Сибирку проверяем. На туберкулез проверяю. А вот строящийся в Малгобекском районе птицекомплекс «Южный» после запуска сможет производить и перерабатывать более 5000 тонн мяса индейки в год. Объект уже реализуется и позволит обеспечить несколько сотен рабочих мест. Еще один инвестпроект – агрохолдинг «Экопродукт» по выращиванию овощей запущен только в прошлом году в Новом Реданте. Но здесь уже успешно выращивают экологически чистые овощи. На предприятии задействовано 10 теплиц, 2 из которых уже успели дать урожай в 400 тонн томатов. Никаких химдобавок, только правильно подобранная температура и должный уход. У нас цены, скажем, в 2 раза ниже рыночных. На сегодняшний день отборные помидоры у нас идут 50-60 рублей. На рынке наши же помидоры, скажем так, перекупщики ставят по 120, по 130 рублей продают. Но у нас есть свой фирменный магазин. В магазине отпускается и в розницу, и оптом. Овощи здесь также консервируют. Агрохолдинг планирует постепенно расширять производство. Здесь будут выращивать лук, кабачки и болгарский перец. Хава Султыгова, Хади Добриева, Ирина Цичоева. Новости 24. В Народном собрании Ингушетии прошло 77-е очередное заседание. Депутаты внесли в повестку дня 8 законопроектов и 33 законодательные инициативы. В ходе совещания парламентарии обсудили законопроект, предложенный в Госдуме, о внесении изменений в статью федерального закона об образовании в Российской Федерации, которым предусматривается возможность получения 2-го высшего или среднего образования людям с ограниченными возможностями здоровья в том случае, если из-за инвалидности они не могут работать по профессии. Вопрос касается того, чтобы люди, которые получили, соответственно, среднее профессиональное образование или высшее образование определенного уровня, но не могут в силу своих каких-то ограниченных возможностей, то есть инвалидности или еще каким-то видом препятствий, осуществить данную деятельность, эти люди имеют право на бесплатное среднее
профессиональное образование или высшее образование определенного уровня, по которой они могли бы работать. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают ветераны органов внутренних дел. Это праздник всех тех, кто служит своей родине, защищает граждан, выступая на страже законности и порядка. Глубокую признательность этим людям выразил и глава Ингушетии в своем инстаграм. Пожелал здоровья и верных товарищей рядом. Виновники торжества принимали поздравления и в стенах Министерства внутренних дел. На мероприятие прибыл премьер Руслан Гагиев. Светлана Томова расскажет подробно. С гимна страны началось мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. В Ингушетии больше 3000 человек. Начать торжество специально решили именно у Вечного огня. Здесь увековечены имена их коллег, погибших при исполнении служебного долга. В память о них собравшиеся возлагают цветы. Несмотря на то, что сегодня для ветеранов МВД праздничный день, они вспоминают тех, кто защищал нашу родину ценой собственной жизни. Хусейн Ганижев 45 лет своей жизни отдал службе в МВД. Он считает, что если сейчас в республике мир и спокойствие, то в этом заслуга именно тех, кого нет с нами рядом. У нас долг перед ними. Самое больное, когда посмотришь на их родителей, жен, матерей, душа плачет. Не смогли мы сохранить. Вклад в укрепление внутренних войск, которые внесли ветераны, трудно переоценить, отмечает председатель правительства республики. Руслан Гагиев подчеркнул значение того факта, что многие ингушские полицейские ценой собственной жизни исполняли свой служебный и гражданский долг перед Отечеством. Сегодня мы чествуем вас и тех, кого с вами нет, ваших сослуживцев. Благодаря всем вам и тех, кто с вами был, мы обязаны тому мирному небу, в котором мы сейчас живем. Вы всегда для нас и для подрастающего поколения остаетесь символом мужества, доблести и отваги. От имени главы Ингушетии Юнусбека Евкурова и себя лично еще раз поздравляю вас этот светлый праздничный день. Желаю благополучия, счастья, добра, мира и процветания нашей республики. Дорогие ветераны, я благодарю вас за вашу многолетнюю службу, за нелегкий труд, за ежедневный риск в борьбе с криминалом, за многие годы, которые вы посвятили защите правопорядка, за то, что сумели создать и передать нам те добрые традиции, на которых и поныне воспитывается новое поколение полицейских. Вы по сей день остаетесь в нашем строю, обучая и воспитывая молодежь, проводя уроки мужества среди школьников, студентов, внося весомый вклад в формирование нравственных основ подрастающего поколения. Миф о том, что служба в рядах внутренних войск чисто мужская работа, Мария Мархиева развеяла напрочь. Полковник в отставке пришла сегодня, чтобы встретиться со своими бывшими коллегами и вспомнить тех, кого уже нет с нами. В то время, конечно, работали в очень трудных условиях. Ну, а сейчас, конечно, не сравнить то, что сейчас, то, что тогда. У нас даже элементарных не было и стульев, и столов, кабинетов, структуры создавались. Было время безвластия. Ну, все-таки работали сообща. Работали, отдавались. А сейчас, конечно, нам очень приятно, когда нас приглашают, когда с нами считаются. Особенно последние несколько лет нам уделяют внимание, приглашают ветеранов всех. Мы встречаемся, видимся друг с другом. Это же тоже очень приятно бывает. Вспоминаем, как работали. Они не падали духом и гордо несли свою службу. Алихан Арчаков более 20 лет проработал в структуре МВД. За эти годы было много хорошего и не очень. Но он уверен, что именно ветераны внесли весомый вклад в развитие и становление МВД Ингушетии. Первым мы создали по охране административной границы батальон. Отдельный батальон патрульной посольной службы. И на этой основе дальше полк патрульной посольной службы, ну и другие силовые структуры. Да, конечно, тогда приходилось трудновато, конечно, но все равно ради своей республики, своего народа надо же, как все ингуши, как все россияне. Виновников торжества приглашают в актовый зал министерства. Там собравшимся представили документальный фильм об истории становления органов внутренних дел Ингушетии. Самую приятную часть оттягивать не стали. Ветераны МВД получили нагрудные знаки и почетные грамоты из рук председателя правительства и министра внутренних дел.
Ну а в завершении мероприятия для ветеранов устроили праздничный концерт, на котором выступали звезды ингушской эстрады. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Минздрав России планирует ввести маркировку для продуктов питания, которая будет делить их на 3 группы по полезным свойствам. Первая группа, которая вся может быть рекомендована для здорового питания – овощи, фрукты, мясо, рыба, птица. Вторая – как серая зона, когда можно продукты маркировать как полезные для здоровья в том случае, если концентрация соли, сахара и трансжиров не превышает определенных пределов. Это все полуфабрикаты или соки, те продукты, которые определенным образом обработаны. Ну и третье – продукты, которые не могут рассматриваться совсем в этой концепции. Это кондитерские изделия, сладкие и газированные воды, шоколад и так далее. В Минздраве отмечают, что такое нововведение планируется ввести на добровольной основе, чтобы это не было болезненным для рынка. Жить в потемках уже не вмоготу. Напряжение слабое. Бытовая техника выходит из строя. Уроки делать проблематичным. С такими проблемами обратились на национальную телекомпанию жители 2-го микрорайона Карабулака. Вопрос этот уже можно считать затянувшимся. Что мешает разрешить ситуацию, узнаем у нашего корреспондента Мадины Пугоевой. Слабые напряжения, порой полное отсутствие электричества для жителей 2-го микрорайона Карабулака уже не редкость. Наступлением сумерек начинается игра в интуицию. Вопрос, хватит ли мощности трансформатора для обеспечения электричеством десятка домовладений абонентов, чье количество в разы превышает допустимую норму, остается открытым. Нам всегда казалось, что это только зимний период. Пройдет зимний период, настанет весна, уже электробатареи, что многие отключат, что будет напряжение лучше. Нет, она по сегодняшний день также и продолжается. Это большая редкость, чтобы вечером, после работы, придя с работы, чтобы можно было заложить вещи и включить машинку стиральную. Век высоких технологий, пользоваться благами цивилизации для местных жителей не представляется возможным. Домохозяйки мечтают об элементарном, чтобы стиральная машина отжимала, а утюг отпаривал. Однако напряжения едва хватает на освещение комнат, а часто ее перепады и вовсе выводят из строя бытовую технику. Но у нас сгорел трансформатор. Сгорел. А и рядом то, что живет уже это самое Мярош-Ваш, у них сгорел и холодильник, мотор менять пришлось, у них микроволновка сгорела. Она уже не подлежит ремонту, они уже обновили. Если обычно вечер проводят за экраном телевизора или компьютера, то в этом микрорайоне при слабом напряжении альтернативой такому досугу является чтение книг. Правда, и это для кого-то недопустимая роскошь. Делать уроки здесь приходится утром. Плохое освещение мешает школьникам сосредоточиться и сфокусироваться на выполнении домашних заданий. Это вообще жалко. И детей жалко, во-первых. Они жалуются, что не видим или там зрение. Хотят очки, чтобы им приобрели. В общем, и каждый раз постоянно света у нас вообще не бывает дождь. Вечером, когда садится он уроки делать, раз, потухает, и сидим, ждем, пока нам свет дадут. Решить проблему жителей микрорайона обещали почти полгода назад. Тогда в сопровождении нашей съемочной группы власти города отправились на улицу Градусова и обозначили сроки выполнения этой задачи. За ходом ее решения тщательно следили представители Общероссийского народного фронта. Нам отвечали, что в первом квартале, до конца первого квартала этот вопрос будет закрыт. То есть мы выходили и спрашивали у администрации, в чем проблема, почему это не выполняется. Отсутствие заложенных средств. В этом плане мы тоже обращались в правительство, спрашивали, будут ли закладываться средства на решение вопроса развития именно коммуникации, именно обновления ветхих сетей. И нам отвечали, что да, действительно эти вопросы решаются и будут решены. К обозначенному сроку изменилось разве что мнение местных властей, которые утверждают, что приобретением трансформаторных подстанций для города должны заниматься энергетики. Трансформаторные подстанции должны устанавливаться теми организациями, которые реализовывают, продают свою электроэнергию. Так как между потребителями электроэнергии и поставщиками имеются гражданско-правовые отношения, так как на договорных отношениях абонент является потребителем электроэнергии, а поставщик он является реализатором своей продукции, который должен нести ответственность за качество предоставляемой услуги и так далее.
Тем не менее, права своих граждан власти намерены отстаивать до конца. На протяжении последних нескольких месяцев ими ведутся переговоры с ингушским филиалом МРСК Северного Кавказа. Подана заявка на получение нужд города 11 трансформаторных подстанций мощностью 630 киловатт. Добиться нужного результата, признается в администрации Карабулака, еще не удалось. Впрочем, проблема эта существует не первый год. Жители второго микрорайона обращались за помощью к градоначальнику еще в 2014 году. Тому доказательство и имеющееся у них на руках письменное обращение. Вполне возможно, что и трансформатор придется приобрести за свой счет, признаются отчаянные жители новостроек. Второй микрорайон Малдехам. Свет, газ, дорога, канализация, очевая гонда очистных сооружений. Аж гулыдыш, начиная с 99-го года. Цыган бейбар воздух се нуждаться. Охош хадяхамды. Стоит ли ждать у моря погоды? Кто в конечном итоге обязан обеспечить абонентов качественным электроснабжением? И почему жители второго микрорайона должны платить энергетикам за неполноценно предоставленные услуги? Этот вопрос пока что остается открытым. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. Сегодня в Назране провели инспекционный рейд по выявлению торговых точек, реализующих незаконную продажу винно-водочных изделий. Представители Совета безопасности местной администрации и участковой полиции посетили с проверкой 2 магазина, чтобы выяснить, есть ли у продавцов все необходимые документы на продажу спиртосодержащей продукции. Рабочая группа также проверила соответствие акциза государственному стандарту. Один из магазинов не имел соответствующей вывески, и к тому же пожарная безопасность не была соблюдена должным образом. Остальные магазины, которые расположены по улице Газдиева, которые торгуют пивом до 11 градусов, они на момент проверки были закрыты. Мы это запечатлели, мы это видим. Вот. Ну, я думаю, в дальнейшем мы полностью проверим еще раз, и результат будет. Это еще не все новости. Сразу после короткой рекламы вы увидите. Всероссийские проверочные работы выполнялись сегодня по всей стране. Массовая диспансеризация, проводимая московскими врачами, продолжается. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск Home и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск Home. Назрань, улица Евлоева, 41. Всероссийские проверочные работы проходили сегодня по всей стране. Школьники выполнили первую часть ВПР по русскому языку. Это не экзамен, а мониторинг, который проводится для определения уровня подготовки школьников во всех регионах страны. Исследование в области образования молодое, ему всего 2 года. Тестовые задания выполнили учащиеся 4 и 5 классов. Мадина Пугоева расскажет. 12 заданий различной сложности и ровно час на их решение. Участники всероссийской проверочной работы по русскому языку выполняют сегодня первую тестовую часть ВПР. Чуть позже учащимся предстоит написать диктант, а пока каждый из них сосредоточен на своей итоговой работе. Более трудный был текст. Нужно было описать основную мысль текста, факты, антонимы к этим словам. Всероссийские проверочные работы – это, по сути, те же итоговые годовые контрольные. В отличие от последних, задания для ВПР составляются на федеральном уровне и одинаковы по сложности для всех. В этом году учащиеся 4 классов напишут работы по 3 обязательным предметам, а 5-классники проверят свои знания сразу по 4 дисциплинам. При этом условия проведения ВПР максимально приближены к ЕГЭ. Во время проведения всероссийских проверочных работ не допускается использование никаких справочных материалов, словарей, вычислительной техники. Ученик может взять с собой только ручку. В аудитории они получают материал, КИМ и черновик. В отличие от ЕГЭ, результаты всероссийских проверочных работ не влияют на получение аттестата или перевод в следующий класс. В 2017-м в школе номер 14 прошла апробация ВПР, которая позволила выявить пробелы в знаниях учащихся. Ошибки были орфографические, в прошлом году выявленные, пунктуационные ошибки встречаются, наверное, да, больше орфографических встречаются пунктуационные ошибки, именно в выделении обращений,
в выделении прямой речи, особенно в выделении прямой речи и в выделении диалога. Результаты проверочных работ в дальнейшем используются для совершенствования методики преподавания. По итогам прошлого года учителя уже сумели заполнить пробелы в знаниях ребят, занимаясь с ними дополнительно и индивидуально. А потому к проведению ВПР в этом году школьники уже готовы. Мы покупали ВПРы по 25 вариантов, по 10 вариантов, и там мы занимались. Нам она там домашняя давала, чтобы варианты мы сделали, первый или второй, и в классе мы тоже делали. Вторую часть российской проверочной работы по русскому языку учащиеся 4 и 5 классов напишут 17 апреля. Результаты этой ВПР станут известны в ближайшем будущем. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24. Сотни человек уже прошли диспансеризацию. Свое здоровье доверили сводному отряду специалистов медико-биологического агентства. Врачи работают в республике уже 3-ю неделю. Сейчас охватывают Назрань и Магаз. Из республиканской клинической больницы Рина Цичуева. Полная тишина и взгляд устремленный в зеркальце. Окулист Денис Хмельницкий проводит обследование сетчатки глаза. Для более точного диагноза доктор использует сразу несколько мини-переносных комплексов. Уже ясно, что у Кейп Балаевой особых проблем нет. У бабушки с возрастом ухудшило зрение. Поэтому и пришлось отложить все дела, прийти на диспансеризацию. Ну а здесь, пользуясь случаем, обойти всех специалистов. Глаз болела, поэтому лежала в больнице. Там лечила, теперь я сюда попала. Мне сказали, что врачи приехали. Я поэтому пришла сюда в больницу. За несколько дней с глазу на глаз окулист Денис Хмельницкий осмотрел более 80 пациентов. Некоторым из них пришлось поставить серьезный диагноз и направить на дальнейшее лечение. Выявлялись на приеме как и серьезные патологии, глаукома впервые выявленная была. Да, мы назначали там консервативную терапию, рекомендовали до обследования. Вот. Также и пациенты были с катарактой, которые требовали хирургического лечения, тоже были даны рекомендации определенные. Достаточно современное оборудование, да, у нас переносная щелевая лампа, которая позволяет нам увидеть передний отрезок глаза. У нас есть компьютерный рефрактометр, бесконтактный тонометр, как бы и прямой офтальмоскоп. Мы осматриваем и сетчатку, измеряем внутриглазное давление и можем решать определенные рефракционные проблемы. На одном этаже сразу принимают несколько специализированных врачей. Терапевт, эндокринолог, окулист, хирург. Достаточно зарегистрироваться на первом этаже, взять свой талончик и дождаться очереди. Как Захар Мальсагова. Бабушке 101 год. Говорит, долголетие от Всевышнего и от врачей, разумеется. Диспансеризацию бабушка проводит, как полагается, раз в 3 года. غديها سين بيحكي سين سموجش دي خلاخيتش كوجش جوج على صاب باغوروخسو да بالله حغاتي شات سمت باغوروخش حصلاتش سو прошла терапевта, хирурга прошла, и вот сейчас сижу к офтальмологу. Надо отдать должное, что обслуживание на высшем уровне. Смотрит все проблемы, все болячки, все описывает, выписывает лекарства. Возможность пройти обследование у приезжих врачей – большая удача, ведь сводный отряд медико-биологического агентства считается одним из лучших в стране. Сегодня уже к обеду здесь около 400 человек прошло. Прошло, имеется в виду, зарегистрировались. Ну, естественно, так мгновенно посмотреть нельзя, поэтому они записываются в очередь. Значит, мы их как-то так в течение дня распределяем, и до конца дня они прием ведут до 7, до 8, если надо. Сегодня, видимо, больше задержатся. В общем, все, кто подойдут, посмотрим. А тем временем, пока внутри врачи обслуживают пациента, во дворе поликлиники развернулся целый медицинский комплекс, который с утра уже успел принять пациентов и ждет следующих. За все дни приема врачи из Федерального медико-биологического агентства приняли здесь более 800 пациентов. Приходят сюда, впрочем, не только местные жители, но и те пациенты, которые не успели пройти прием у себя в городе и районе. В детской поликлинике, в отличие от взрослой, очереди намного меньше. Пока мамы заполняют необходимые документы, в комнате ребенка шумно и весело. Детей здесь принимают врачи 4 направлений – педиатры, неврологи, кардиологи и детский хирург. На сегодняшний момент уже прошло 570 детей. А сегодня записалось уже на 12 часов 163 ребенка. Дети в основном они обследованные, впервые выявлены заболевания. В основном это острые заболевания, такие как ОРВИ и бронхиты были. Дети, я же говорю, в основном наши дети, они обследованы.
Поэтому как таковых, вот, чтобы впервые выявленных заболеваний здесь нет. Одновременно в поликлинике принимают и пациентов столицы республики. Елена Бадак о том, что в поликлинике ведут прием врачей сводного отряда, узнала от участкового врача. Уже с утра успела обследовать малышку. Мы пришли к хирургам. Нам все понравилось, все посмотрел. Все спросил, жалобы, все у нас узнал, посмотрел. Рекомендации дал, все, довольны. Единственное, недовольны, что большие очереди. Что очень много желающих и очереди большие. Врач-педиатр София Яскина отмечает, что в детской больнице во многом им работу облегчили местные врачи. Дети обследованы, а большинство привито строго по календарю. По моей специфике чаще, конечно, там есть запущенные пилонефриты, которые родители один раз поставили, потом начинается самолечение, от чего только иногда запускают. Так же, как всегда, есть анемия, проблема есть большая, и проблемы ЖКТ. Ну а если вы еще не успели пройти диспансеризацию, есть еще время. Врачи в регионе пробудут до 23 апреля. Последний пункт – Жайракский район. Врачи из Федерального медико-биологического агентства пробудут в детской и взрослой поликлинике еще 2 дня. За это время высококвалифицированную медицинскую помощь получат сотни пациентов. Рина Цычоева, Адам Далаков, Новости 24. Буйство красок. Картина народной художницы Ингушетии Лидифы Мержоевой характеризует в целом настроение ее экспозиции. Работы представлены в Государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова. Красота в деталях в репортаже Жаридат Халухоевой. Красочность жизни и радость бытия окружающего мира. 20 работ, выполненных технике холста и масла, передают всю атмосферу души автора. Художник яркого и универсального дарования Лидифа Мержоева, покоренная культурой предков, пишет старые кувшины и обремленные синим небом долины гор. Каждый мазок кисти несет в себе этнографическую ценность, словно послание будущим поколениям. Натюрморты, которые рассказывают о каких-то этнографических моментах. Та же глиняная посуда, медная посуда, которая зачастую была в быту ингушей. То есть она своими картинами пропагандирует культуру ингушскую, пропагандирует нашу природу, пропагандирует наши башенные комплексы. Живописью Лидифа занимается более 20 лет. За это время ею написано 80 картин. Каждое произведение поражает проработкой мельчайших деталей и тонкой живописной нюансировкой, что даже непрофессионал сможет раскрыть для себя идею автора. Лида постоянно совершенствует свой талант, свое искусство. И можно сказать, что вот для нее искусство, живопись является гранью ее души. Поэтому я желаю, чтобы она и дальше продолжала вот именно в этом направлении, совершенствовала. Но она достигла большого мастерства. Работы Лидифы, вне зависимости от жанра, прочувствованные, пропущены через себя. Пейзажи, наполненные игрой света, запечатлены неповторимым многообразием цвета. Буйство красок – одна из самых узнаваемых картин художницы. Ее изюминка в том, что написана она в яркой цветовой палитре красок на шелковом полотне. Редкий вид искусства – батик. Это очень трудоемкий труд, который требует аккуратности, потому что краски растекаются, а внизу шелк, который тоже ведет себя не всегда как холст, краски могут растекаться, и поэтому это должна быть большая аккуратность. Именно вот батик, краски, которыми написаны, они все очень яркие, и картины получаются такие праздничные, сочные, и зачастую хочется подолгу рассматривать их. Заслуженный работник культуры, народный художник Ингушетии и теперь уже член Союза художников России. Присвоению последнего звания и приурочена эта выставка. Первыми посмотрели и оценили экспозицию именитые деятели изобразительного искусства и воспитанники Лидифы. Понравилась эта выставка именно буйство красок, которая называется картина. Мне нравится эта выставка, там все выражено в маленьких деталях. Даже то, что незаметно, все выражено. Разные цвета. Со взгляда художника все видно, красиво очень. Посетить выставку может любой желающий. Она продлится до 25 апреля. Жаридат Халухоева, Хаваш Гойков, Новости 24. Шибил Шибилов, Ислам Аль-Мурзиев, Маусыр Боков, Саид Дахкильгов. Сразу 4 наших земляка стали обладателями золотых медалей на чемпионате России по панкратиону. Это был отбор на чемпионат мира. Каждому удалось раскрыться в зрелищных поединках. Наша съемочная группа встретилась с чемпионами. Слово Тамерлану Хамхоеву.
Более 400 спортсменов со всей России, высочайший уровень конкуренции. Чемпионат в Майкопе собрал лучших из лучших. Один из золотых призеров турнира Шибил Шибилов. Завершив досрочно все свои схватки, наш земляк стал победителем. Выделять одного соперника сложно, признается спортсмен. Каждый сражался достойно. Для меня он удачно прошел чемпионат. Я в первый раз участвовал там. И если оценивать по 10-бальной шкале, то где-то на 7, наверное, на 6. Сложнее мне все-таки показался первый бой, так как первый бой всегда бывает сложный. А дальше уже как бы пошло само по себе все. Выступление, в принципе, оцениваю на 4, можно сказать. Один у нас заболел боец, Аздоев Алихан. Выступил неплохо, в принципе, стал бронзовым призером. Но на него была большая ставка, и процентов на 90 мы были уверены, что он займет первое место. Ошибки, конечно, были, они всегда были и будут, наверное, в дальнейшем, поэтому будем работать над ними. Ингушетию представили более 10 спортсменов, и каждый из них показал хороший результат. Как правило, кузница бойцов Северокавказский федеральный округ считался фаворитом на чемпионате. Так и вышло. Практически в каждой весовой категории звучали фамилии кавказских файтеров. Нашу республику представляли в 2 разделах. В разделе семиконтакт и фулл-контакт 13 участников. Планировал чуть больше, но ребята некоторые не уложились веса. Был свидетелем, честно говоря, очень приятного сюрприза, когда в том разделе семиконтакт, в котором, ну, скажем так, мы в меньшей степени ожидали результаты, мы получили достаточно, скажу не буду громким словом, потрясающий результат, учитывая прошлые года выступлений. Мне очень приятно, что ребята именно не всегда лезут именно в профессиональные бои, не всегда просят именно поставить их на определенный бой, а набираются вот этого бесценного опыта, постоянно участвуя в различных соревнованиях, и получают такие, добиваются хороших результатов, как мы видим, 4 золота на чемпионате России для нашей маленькой республики. Это такой хороший результат. Ислам Эльмурзиев стал победителем в весовой категории до 84 килограмм, одолев 4 соперников. Важна не только физическая форма, считает Ислам. Многое зависит и от грамотной техники ведения поединка. Чемпионат мира. Еще один чемпион – Моусер Боков. Вольная борьба, грэпплинг, ММА, панкратион. Этот боец участвует практически во всех турнирах. Мастер спорта международного класса по панкратиону, победитель прошлого чемпионата России и мира, Моусер хочет в этом году закрепить свой успех. В этом году тоже выступил в той же весовой категории 77 килограммов. И снова выиграл, стал 2-кратным чемпионом по этому виду. Будем готовиться уже на 2-й чемпионат мира. Так выступил хорошо, не проиграл ни одного балла. Другой чемпион Саид Дахильгов также не оставил ни шанса своим оппонентам, уверенно разгромив их на пути к финалу и в самом главном бою. Это чемпионат. Первый раз участвовал в дождартах спорта, чемпионат России. Делал какие-то первый яхка. Игорь Халав соперник, выход в финальный урок, профессиональный боец очень. Делал какие-то цена в код был Дальше на пути у чемпиона в России более крупный турнир, уже мирового масштаба. Чемпионат мира пройдет в Беларуси совсем скоро. Время подготовиться у наших ребят есть. Жителям же Ингушетии остается ждать их с призовыми местами из Минска, желательно с медалями высшей пробы. Тамерлан Хамхоев, Майрбек Мержоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.